Диляра Якубова – яркий пример современной крымско-татарской женщины. Она не один десяток лет занимается любимым делом. Культурно-этнографический центр Одын-Базар-Хапусы, одним из основателей и руководителем которого она является, стал визитной карточкой Кезлева. Это целый комплекс заведений, известный под названием «Квартал гостеприимства». А начинался он с масштабного проекта восстановления древних крепостных ворот, которые теперь являются украшением старого города. Это была самая длинная история из всего, что здесь есть вокруг. То есть ворота мы восстанавливали 4 года. Крепостные ворота – это камни конца 15 века. И сначала это были изыскательские работы при помощи археологов. Ворота в виде, может быть, веретена, и заложили вот этот алгоритм, что все нанизывается на одно целое. Одын-Базар-Хапусы – это крымско-татарская кофейня, музей, этноресторан «Дживаль» и одноименный отель. Секрет успеха Диляры Ханум в искренней любви к своим корням и своему делу, а еще стремление никогда не останавливаться. Есть такие очень хорошие слова Элеоноры Рузвельт, они звучат примерно следующим образом. «Обращаясь к самому себе, используй голову. Обращаясь к людям, используй сердце». Но мне кажется, что в отличие от многих других, у нас есть один неоспоримый приоритет. И приоритетом является эта земля. Она нас подпитывает. И поэтому все, что мы не делаем здесь, мы должны делать в долгую. А если ты что-то делаешь в долгую, ты должен это делать очень поступательно, очень глубоко и очень качественно. Все, к чему прикоснулась рука Диляры Ханум, отличает вниманием к деталям, современный подход и желание рассказать о богатой культуре своего народа. Поэтому ресторан и отель «Дживаль» – это не просто место, где можно вкусно поесть и с комфортом провести дни отдыха. Это красивый уголок уникального крымско-татарского мира. Это, скорее всего, знакомство с нашей культурой через вкусы, цвета и ощущения. И поэтому это меню с натуральной кожей, которую очень хочется погладить, потрогать, поразглядывать. Это блюдо наряду с теми, которых от нас ждут, с теми блюдами, которые от нас не ждут, которые не очень публичны, но никто, кроме нас, о них не расскажет. Если говорить о отеле, то это текстиль, который играет очень важную роль, текстиль и опять и текстуры в том числе. Это паркет, по которому можно походить босиком, и этот паркет из крымской акации. Это ткани, которые несут в себе вот тот баланс цветного и белого. Это вышивки, это килимы из натуральной шерсти, подушки, наполненные соломой, потому что у них совершенно другой внешний вид. «Квартал гостеприимства» далеко не единственный проект Диляры Ханум и ее команды. На их счету многочисленные благотворительные мероприятия и аукционы, выставки, фестивали, поддержка талантливых художников и дизайнеров. А в 2019 году в этнокомплексе был представлен артбук о крымско-татарских свадебных обрядах «Той Севгарфеса», который получил звание «Лучшая книга» на первой крымско-татарской книжной ярмарке. Еще один крупный и успешный проект – кофе с ароматом Крыма. Сейчас бренд Хырым-Хавесы узнаваем и любим по всему Крыму, но за этим стоит огромный кропотливый труд большой команды. 5 долгих лет, когда шли эксперименты с кофем как таковым, и когда была мечта просто начать жарить кофе для кофейни, возникла кофеобжарочная компания, позже она была названа «Каве». И на основе вот этой компании, которая сейчас и есть, она движется, вы еще не раз ее увидите, появилось второе направление. То есть это 2 русла одной реки. Это дистрибьюторская компания Хырым-Хавесы. Это кофе, который жарится здесь, в Кезлеве. У нас есть огромная мечта когда-то Кезлев сделать столицей кофе в Крыму. Будучи успешным предпринимателем и требовательным руководителем, Диляра Ханум остается стильной и яркой женщиной, которая черпает силы и вдохновение в своей семье. Мое самое главное богатство – это мои дети, и это мои внуки. Но это такая, знаете, драгоценная шкатулочка, которую не очень хочется делить с миром. Они пусть сами себе пробивают дорогу, но они – это те люди, которые мне дают смысл, наполняют смыслом мою жизнь. И те, кто подпитывает меня, и тем, на ком моя душа прям благодатно радуясь живет.